Здравствуйте, друзья и зрители нашего канала. С вами я, Лара Володина. Спасение продолжается, друзья. Прилетают самолеты с нашими хвостиками, но в последнее время перелеты стали намного реже и дороже. В Якутске закрыли взлетную полосу, строительство идет этой полосы, и наши собачули летят с пересадками через другие города. Прямых рейсов в Москву сейчас нет. Не выспался? Какой хорошенький. Это Бинго. Это Бинго у нас приехал. Зубки какие у тебя милые. Ну вот моя. А вот это вот девочки две? Ага, а это который у нас рыбу или андатор ловил. Вот, нервничаете, поэтому так дышите, да? Все с вами понятно. Слава Богу, долетели. Пассажиров тоже стало намного меньше, поэтому и вывозим тоже меньше. Но тем не менее всегда есть кого спасать, кого вывозить. И вот очередная партия прилетевших собачуль. Это Амур, Бинго и Чита. Это те, о которых мы говорили с вами ранее, рассказывали вам. Ну, правда, маленькая, килограммчик по 4-5. Маленькую собачку обижали, маленькую собачку. Ты моя хорошка. Ты моя зайка, да? Давай пописим по травочке, походим. Да? По сравнению с теми, да? Это кошка. Да давай быстрее. Правда, сантиметров 20, что ли, высоту. Взрослая собачка такая бывает. Прилетели на московской земле, скажем мы. На московской. Малышка, совсем коротколапка. 20 сантиметров в высоту. Ой, какой он резвый. Резвый, резвый. Вот какие вы зайцы. Амурка. Амурчик, белый амурчик. Белый амурчик, очень низенький, ниже колена. Сколько ты, сантиметриков 40? 45. Крошка Чита сразу поехала в семью, в новую жизнь, с новым именем. Зовут ее теперь Дина, Динулька. Будь счастлива, спасенная нами девчушка. Будь счастлива и счастье той женщине, которая ее приютила. А зовут ее Евгения. За Пьеро
приглядывают волонтеры, ездят и кормят мальчишку. А мы пока помогаем денежкой на этот корм. Пока так, иначе не получается. Пьеро ведь там опекает еще щенков. Возможно, это его дети. Мать была убита, поэтому он им является защитой и за мать, и за отца. Щенки также бездомные, никому не нужные. Ну, пока так, как есть. Прилетела и белая собачка Лизи с ППЖ, с другими хвостиками вместе, с другими голубоглазками. Друзья, мы показываем вам лишь некоторых. Всех невозможно показать. Всех тех, кого мы спасаем и кого вывозим. Их намного больше у нас, чем мы можем показать в роликах. И на очереди у нас следующие собачули, и они очень ждут этого спасения. А мы ждем от вас помощи для их перелета. Помогайте, пожалуйста, этим собачулям. Они очень хотят жить, и они ждут от нас помощи. Что такое? Это что такое? Это кто такой? Это кто такой? Самый красивый приехал. Самый красивый ребенок на свете приехал. А ты кто? А ты кто? Ты неземной, что ли, а? Откуда у тебя такие глазочки красивые? Вообще неземной. И лапочки сложил нежненько. Ой, сколько достоинства в тебе, и уши так слегонца ты их немножко скосил. Ой. Ой, красота — это страшная сила. Это страшная сила, красота. Ой, Господи. Ой, Боже мой. У нас беда. Алтай. Красавец Алтай. Вы же помните его все. Он прошел все круги ада. Надежда спасти его порванного стаей сородичей была мизерной. Это была осень. Но Алтай вырвался из лап смерти тогда, в Якутске. И вот в области шеи появилась шишка, которая очень быстро растет. Сейчас это уже большая опухоль размером с апельсин, которая вросла в сосуды, в мышцы. Страшно, друзья. Вот идеально нормальная шея с этой стороны. Значит, новообразование. Пальпаторно. Вот от барабанной кости до трахеи. Вот его ширина, высота. От нижнего угла челюсти до средней трети шеи. Размер примерно, с апельсин. Мало подвижно, достаточно неподвижно. Вот здесь пальпируется у нас еремная вена, которая проходит над этим, собственно говоря, образованием. Само оно прирощено к мышцам, неподвижно, может затрагивать лимфоузел, хотя лимфоузел, вот я пальпирую рядом с ним вроде бы. Вот. Соответственно, на данном этапе нужна все-таки консультация онколога, потому что очень большой объем работы, сосудов и мышц там, плюс нервы. Просто так вот в это вот лезть нельзя. Тут нужно удаление новообразования с захватом кожи и близлежащих тканей порядка 10 сантиметров. Соответственно, на данном этапе, в этом месте конкретно, это неосуществимо. Поэтому все-таки рекомендован сначала консультация от онколога на предмет, возможно, уменьшить опухоль с помощью химиотерапии либо лучевой терапии. Столько этот мужественный парень перенес, столько труда вложено в его спасение. И вот опять. Мы не знаем, что решат врачи. Операция, если решаться, будет невероятно сложной и, конечно же, дорогой. Мы будем рассказывать вам о том, что решат врачи. Пока идет полное обследование, Алтай находится в клинике. Сегодня еду на очередное с ним обследование, делаем КТ и так далее. Прошу вас, друзья, помощи для этого замечательного парня.
Помогите, пожалуйста, ему. Хорош. Чего ж тебе так не везет-то, малыш, а? Ты мой хорошка. Да, хорошка? Ты мой Жайка. Жайка. Это Алтаюшка наша. Приехала в больничку на обследование, да, малыш? А тут у нас шишечка такая большая. Мой хороший. Мы же тебя любим. Мы золотой. Вот такие ушки. Ушки, как макушки. Да? Ты куда пошел? Ой, как за мужчинами бегает. Помнит, что его Игорь лечил. Ждем вызова врача на КТ. Малыш, ну хватит кружиться. Ну хватит кружиться. Давай анализы отправим с тобой доктору.